нам организовали встречу в ресторане при там гольф-поле каком-то. Вот. Я пришел туда, там был директор завода General Electric, наши партнеры с компанией Nukem. Я и вот вице-президент компании General Electric. Вот. Мы сидим в ресторане, он, судя по всему, поиграл в гольф, такое благодушное чуть настроение. И вот перед ним делают презентацию сначала директор завода General Electric. Он выступает, объясняет, что вот так и так мы работаем с Казахстаном, что вот нам нужно это самое, получать от них продукцию, сырье, это сырье мы не можем получить, это вопрос там, того, что мы недополучаем прибыли. И он начинает рассказывать, что контракт на 10 миллионов, ну, в котором, условно, там, они там 1,5 миллиона заработают там, и так далее. Вот. Я сижу и наблюдаю за реакцией вот этого вице-президента. Ну, на самом деле, да, человек, который контролировал на тот момент 57 миллиардов долларов. Вот тот куст энергетики, который он контролировал. Ему рассказывают про какой-то контракт 10 миллионов, на котором какие-то 1,5 миллиона надо заработать, могут заработать, и при этом надо что-то, чего-то там какие-то делать политические усилия в плане там воздействия на Министерство энергетики там, и так далее, и так далее. Он, понятно, для себя уже вывод сделал, это неинтересно. Да, зачем? Да, да, и они ему пытаются что-то рассказать, технические какие-то особенности процесса, да, я вижу, ему уже неинтересно. Есть такая, называемый, вербальный язык жестов, да, то есть сначала он вот так руки сделал, потом ноги скрестил, вот, потом вообще вот так голову наклонил еще, да, то есть я понял, что человек полностью замкнулся, выступает там западный этот самый наш партнер, то же самое чего-то говорит в том же ключе, и у того уже и настроения нет, и от благодушности следа не осталось. Я понимаю, что переговоры они провалили, мои партнеры, иностранцы. Вот. Я понимаю, что или сейчас я что-то сделаю и спасу ситуацию, или же можно просто сказать, что переговоры провалены. Да. Вот. Да, я говорю, давайте я выступлю тогда. Я начинаю рассказывать. Я говорю, вы знаете, в Казахстане очень недавно только появился бизнес. Мы все пришли в бизнес, в общем-то, не специализированный. Я физик по образованию. Вот. У меня есть там друзья шахтеры, там есть друзья там математики, экономисты. Вот. Ну, экономисты, ладно, еще там ближе. Что-то близко, да. Хотя было экономика социализма, там другая тема. Вот. Мы абсолютно ничего не знаем про бизнес. Мы никогда бизнесом не занимались. Да. Я говорю, единственное, что мы читали. Мы читали книги, которые были посвящены бизнесу. Вот в частности, я говорю, на меня произвела огромное впечатление книга «Я менеджер» Ли Якоки. Я прочитал эту книгу и вынес, и говорю, влюбился в Америку. Я подумал, какая великая страна, что она не защищает своих производителей, что она следует полностью всегда принципам свободного рынка. И когда Ли Якоки выходит и говорит, закройте наш рынок от японских автомобилей, нам тяжело конкурировать, он получает отказ от американского правительства. Потому что американское правительство проповедует теорию свободного рынка и говорит, если вы слабые, вы умрете на этом рынке. Если вы сильная компания, вы выживете, это свободный рынок. Выживайте. Мы не будем защищать рынок, мы не будем лоббировать своих производителей слабых. Если вы так слабые, то будьте добры, не участвуйте тогда на этом рынке. Я говорю, я восхитился Америкой, насколько велика эта страна, которая не защищает своих производителей, вот, которая на самом деле может себе позволить проповедовать теорию свободного рынка для себя и для тех, кто на этом рынке работает. Но, оказавшись здесь, в Казатомпроме, я вдруг понял, что существует две Америки. Одна вот та Америка, в которую я влюбился, а вторая Америка реальная, которая тупо защищает своих слабых производителей, которые несут совершенно несостоятельные аргументы. Да? Вместо того, чтобы конкурировать с нами смело на рынке, они прячутся за Министерство энергетики, прячутся за законы США. Я говорю, я понял, что как бы есть книжная Америка, которую я любил, и есть Америка, в которой я разочаровался. Которая на самом деле является посредственной страной, которая совершенно не следует рыночным принципам. Вот. И это, говорю, для меня стало огромным разочарованием. И вот я смотрю, он так сидел так, потом там, он же больше человек-политик, чем на самом деле бизнесмен. Чем бизнесмен, уже да. Когда я таким смотрю, капиталом управляешь, я конечно, смотрю, он политик. опускает руки, потом как бы открывается весь, потом я вижу у него возмущение искренне такое, потом он в конце моей тирады встает, стучит кулаком по столу и говорит,
что за ерунда? И этим говорит, почему мне никто не сказал? Говорит, дайте мне все координаты. И мне говорит, ты не верь, верь в Америку. Америка великая страна. Я не знал, что такой беспредел существует. Мы обязательно впрягемся, поможем там. И я думаю, ну все, своей цели мы добились. Вот. Как оказалось, на самом деле речь произвела впечатление. Буквально через месяц он мне звонит и говорит, все, там Мухтар, все нормально, там, вот мы там подключили своих лоббистов и так далее.